когда он доживет до старости, до зрелого возраста, но и ближнюю, короткую стратегию, связанную с кадровыми лифтами, о чем мы в самом начале говорили, что люди будут годами сидеть на тех же должностях без развития, потому что вся кадровая лестница, она застопорится. Мы внесли законопроект, Федот Семенович, один из авторов, Сергей Михайлович, как главный разработчик, другие наши коллеги, мы внесли законопроект, смысл которого в том, чтобы, первое, не трогать пенсионный возраст, второе, взять те источники, пенсионный фонд, который находится буквально под ногами, это плоская шкала социальных взносов, это легализация занятости, третье, уйти от принудительной, так называемой накопительной пенсионной системы. Накопительная пенсионная система хороша, когда у человека высокая зарплата. Но если зарплата у человека там 30-35 тысяч рублей, или там 20, он за эти деньги ничего никогда не накопит. И все это хорошо понимают. Поэтому, когда часть денег призуравые из пенсионного фонда забрали в накопительные фонды, это стало одной из причин дефицита пенсионного фонда и оправдания сегодняшнего повышения пенсионного возраста. Мы говорим, пусть все взносы, которые люди платят, идут на текущие выплаты пенсионерам. Если у высокая заработная плата, для него должны быть созданы возможности накопления по системе, как в Германии. Человек откладывает рубль, евро, и государство ему тоже дает евро, рубль. То есть 1 к 1. Немецкая система. В России был принят закон аналогичный, но достаточно спорный. Далее. Мы говорим, что вы вернете стаж учебу. В Европе учеба входит в стаж. В той же Германии учеба входит в стаж работы человека. И убрать, конечно, всю эту невнятную бальную систему, которую никто ничего не может рассчитать. Казалось, простая, очевидная формула, как это было до 2000 года. Соотношение зарплаты человека со средней зарплатой по стране и стажевой коэффициент. Все. Вместо этой мути с баллами, где даже специалисты не могут посчитать для себя и для своих семей без сложного компьютера, как все это делать. Что мы предпринимаем для того, чтобы двинуться вперед? Наш законопроект внесен в парламент, фракция все его подписала. И это альтернатива, это иное предложение. Очень важно, чтобы не только критиковали, но мы говорили, есть другой способ, есть другой путь, мы это делаем. Второе. Свободные профсоюзы, братские для справедливой России, Федерация труда России, организовала массовый сбор подписей под петициями в интернете. Есть две большие платформы, это Россия уже собрано 3 петиции по 100 тысяч подписей каждая против повышения пенсионного возраста. Но у этой платформы, у этого сайта, есть одна деталь. Вот когда там 100 тысяч подписей набирается, дальше уже подпись поставить нельзя, чтобы на правительство не оказывать лишнего давления. Поэтому мы прибегли к другому еще ресурсу, это сайт Change.org. Там тоже надо установить личность человека, но более простая система, но там нет этого потолка, этого ограничения 100 тысяч подписей, и потом уже нельзя ничего подписать. Так вот, на сайте Change.org собрано почти 3 миллиона подписей. Мы вчера в Думе огромные эти коробки передавали Вячеславу Володину, демонстрировали журналистам, прессе. Идут выступления по стране, вы знаете, очень большие, это тоже важный фактор. Голосование предполагается по первому чтению в районе 19 июля, и очень важно, чтобы страна сказала, что она не хочет, чтобы у нее украли ее будущее. И каждый из нас в этом контексте должен свой вклад тоже внести, потому что речь касается и про каждого из нас, и про наши семьи, и про потомков, про будущее поколение россиян. Потому что при принятии таких законов мы понимаем хорошо, что они окажутся, причем юридически вполне официально, без пенсионного обеспечения вообще. Поэтому мы должны нашу страну от этой неолиберальной реформы защитить. Вот о чем я хотел сказать, немножко развернуто, может быть, но для того, чтобы постараться охватить разные аспекты вот этого вызова. И если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Можно, да? У меня такой вопрос. В принципе, всем известно, что есть такой гражданин Белла, бельгиец, который поставлен Международным валютным фондом и который является у нас премьер-министром. Медведев у него зам. И поэтому Госдепартамент проводит свою политику.
основное заключается в том, чтобы сбросить Путина. Все эти Ротшильды, все эти Олимпиады, сейчас Скрипари и так далее. Но самый больной вопрос вот этот бензин, два НДС повышения. И вот эта пенсионная реформа сколыхнула, в общем-то, наше общество. Ну, если даже ваша партия, другие партии будут против, все равно это Единая Россия продавит этот закон. И даже если Путин не будет ее подписывать, то по Конституции, если он 3 раза не подписал, он автоматом все равно вступает в силу. То есть я считаю, что борьбу надо начинать с того, чтобы изменить статьи Конституции, чтобы не дать возможность таким вот античеловеческим законам появляться у нас в России. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я не сторонник прикладной конспирологии, но когда я стал смотреть, кто же разработчик этого закона, очень многие вещи буквально окунули обратно в начало 90-х годов. Минфин Российской Федерации привлек для разработки решения повышения пенсионного возраста научно-исследовательский финансовый институт во главе с господином Назаровым, который, в свою очередь, когда-то работал в институте Егора Тимуровича Гайдара, потом стажировался там в Великобритании и Канада, правда, тут ничего хорошего социального не вынес, а вынес только очень плохое. Вот этот Назаров публично заявил, в частности, что решили в Грузии, дословная цитата, нам очень нравятся те либеральные реформы, которые Саакашвили проводил в Грузии. Ну а в Грузии, к примеру, при Саакашвили был принят трудовой кодекс, по которому работнику просто можно было сказать: я тебя увольняю. Без оснований, без объяснения причин, без всего. То есть грузинские работники фактически оказались без прав. Это была одна из причин, по которой грузинский народ выступил против Саакашвили и на выборах снес его, и потом свою волю подтвердил уже на недавней избирательной кампании в грузинский парламент. Вторая вещь. Буквально вчера люди раскопали в интернете, выложили, причем со ссылками на первые источники, далеко можно посмотреть. Действительно, год назад была встреча ряда высокопоставленных руководителей российского правительства. Это теперь первый вице-премьер Антон Силуанов, это руководитель Центробанка Набиуллина, это министр экономического развития Максим Орешкин с руководством миссии МВФ. И миссия МВФ как раз внесла свои рекомендации по повышению пенсионного возраста, причем прозвучало, вот, там в протоколе это написано, о необходимости повышать пенсионный возраст сразу после президентских выборов. И это не какие-то левые сайты, непонятные, да, там, неофициальные. Эта вся информация размещена на официальном сайте миссии МВФ Российской Федерации на русском языке, то есть не надо уметь читать на английском, можно спокойно прочитать все на русском. Поэтому я с вами соглашусь, что здесь есть, по сути дела, такой провокативный момент. Не соглашусь, что если президент накладывает вето, то он теряет должность. Это не так. Конституция России предусматривает только один механизм – это импичмент. Основанием для импичмента является не доверие президенту. Вы помните, как это делалось. Ну, была предпринята попытка по отношению к Ельцину в 1999 году, летом 1999 года. Но неподписание закона основанием не является, и больше того хочу сказать, что есть случаи, когда президент возвращает законы обратно в парламент. Не очень часто, но бывает такое, то есть отказывается подписать. Но мы сами, естественно, должны показать альтернативу, потому что если в руководстве страны идет этот сильный неолиберальный блок в правительстве и так сказать, других инстанциях, то мы хорошо понимаем, что это неизбежно влияет на общую картину в стране, влияет крайне неблагоприятно. А как повлиять? Ну, очевидно, что и петиция – это влияние, и наше сегодняшнее собрание – это влияние. И когда люди выходят на официальные согласованные митинги в своих городах, это влияние. То есть мы должны защитить свою страну, потому что у нас другой страны нет. Вот кто этот закон придумал, у них много, может быть, стран, много денег, они могут спокойно куда-то уехать. Нам с вами уезжать сегодня некуда. Поэтому это наша с вами историческая задача. Я чуть прервусь, здесь коллеги из телекомпании попросили дать им небольшое короткое интервью.
чтобы они могли поехать на дальнейшие рабочие задания. И буквально минут через 5 я буду вновь в вашем распоряжении. А за это время можно мне задать вопрос? Или выступить кто-то хочет? Пока я выступлю. У нас действительно сессия, которая проходила в парламенте на этой неделе, действительно на ней не был рассмотрен законопроект о пенсионной реформе. Действительно, в Государственной Думе ориентировочно на 19 число планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении. Поэтому мы считаем, что каждая из субъектов Российской Федерации обязаны направить свой отклик. И в рамках этого, пусть на общем заседании парламента не было рассмотрено, но на спикер Госсобрания Жирков Александр Николаевич поставил заседание Совета Госсобрания Утомин на понедельник, и в понедельник будет дана оценка, в том числе законопроекта, который внесен правительство Российской Федерации, и также мы надеемся на то, что сможем поставить альтернативный законопроект, который разработан в рамках фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Будем настаивать, будем рассматривать в рамках этого, поэтому мы здесь встречаемся для того, чтобы услышать отклики. Мы считаем о том, что республика обязана высказать свое мнение, обязана высказать свои замечания и предложения. Тем более, что действительно вопрос пенсионного возраста достаточно важный и существенный. Действительно, Олег Владимирович поднял вопрос о том, что огромное количество безработных появится. Хочу отметить о том, что наша республика находится на первом месте по Дальнему Востоку по уровню безработицы. У нас 7,5% безработных. Это каждый 13-й человек безработный в нашей республике. Статистика знает, понимает, как еще раз поймите, каждый 13-й. Если провести, по данным статистики, если сейчас провести эту пенсионную реформу, можно считать, что порядка 50 тысяч человек дополнительно появится, которым государство обязано трудоустроить. Я с трудом представляю, каким образом 50-55-летние граждане будут ходить, чувствовать нервное переживание и волнение, когда, в моем понимании, они будут получать пособие о безработице. Ну и еще хочу отметить, что пособие о безработице составляет 9 тысяч рублей, а пенсия в нашей республике составляет в среднем от 15 до 20 тысяч рублей. То есть мало того, что психологическая нагрузка огромная, потом пособие по безработице люди могут получать не более 6 месяцев подряд, потом это достаточно еще более сложная процедура и еще более нервная. Как наши возрастные жители республики будут это воспринимать, достаточно необходимо это тоже в том числе рассмотреть. У кого-то пока Олег дает интервью, есть вопросы и выступления. Да, пожалуйста. А их не слушают, просто даже не показывают, не освещают по телевидению, что проходят митинги, что люди против пенсионной реформы. Специально говорят по телевизору что-то хорошее о реформе, как говорил Олег Шейн, что, мол, работаешь, чем дольше работаешь, тем ты лучше себя чувствуешь. Просто пытаются запутать мозги людям, чтобы они поддерживали нынешнее правительство. То есть это настоящая пропаганда. И очень трудно образумить людей, которые этой пропагандой, от этой пропаганды зависят. Вот. И многие люди открыли глаза именно вот после того, как объявили, что будет пенсионная реформа. Многие просто взглянули такие, как так? Нам же обещали, что ее не будут поднимать. Сам президент
не будет. Вот. И нас просто обманули, и многие открыли глаза. Даже на митинги больше людей стало выходить. Ну, уже Воронеж, и где там около 3000 вышло. Это вообще... И мне очень нравится, что люди сейчас так реагируют, они готовы высказывать свое мнение, и то, что они против, и, в принципе, все. Мне просто нравится, как вот идет сейчас дело, то, что... Извините, я волнуюсь. Вот. То, что люди встали и пытаются защищать свою Россию, свое государство и самих себя. То есть они хотят будущего, лучшего будущего для себя и своих близких. У меня все. Ну ладно, я теперь первую половину не услышал, поэтому на вторую половину надо ответить, да? Ну, вы абсолютно правы в том смысле, что телевидение, насколько я знаю, даже телевидению, российскому телевидению вообще на местах запретили освещать эту проблему, то есть замалчивать. И понятно, что это специально выбрано в такое время и внесли законопроект, когда идет мировой чемпионат по футболу, и все, ну, будем говорить, люди под этим впечатлением, все увлечены футболом и так далее. Так? Потом, если что-то там появляется, она, конечно, как бы, ну, занимает сторону, вот как это хорошо, надо все поменять. И то, что Олег тоже в своем выступлении говорил, что говорят, что нет, она продвигается на 5 лет. Не 5 лет продвигается, она продвигается на 10 лет. Вот поэтому вот такая работа идет, но в отличие от нашей с вами работы, вот партии и фракции «Справедливая Россия», мы не просто говорим нет, мы не просто говорим категорически против, мы вносим другое предложение, другое альтернативное предложение, мы обосновываем ее и будем эту работу на, ну, то, что говорят цивилизованно, на парламентскими методами в Государственной Думе ведем. Тоже парламенты субъектов тоже свою позицию твердо высказали. Вот я помню, по языкам, например, какое решение приняло наше государственное собрание? Она согласилась. На самом деле она согласилась. А вот депутат Трусов сказал, что я голосовать за это не буду. Вот когда изменят во втором чтении, вот тогда можно будет изменить позицию. Вот поэтому позиция должна быть четкой. И это зависит от, в первую очередь, на сегодняшнем этапе от парламента на местах. Вот поэтому я просил бы вот всех активистов наших призывать правящую партию «Единая Россия», членов, депутатов этой фракции, чтобы они подумали конкретно о своих избирателях и сказали, мы тоже против. И это будет иметь колоссальный эффект. Если будет сказано, да, мы имеем какие-то замечания, но мы согласны, тогда все считается по регламенту только то, что они согласны. Они проголосовали за, и на этом все. А то, что они дали поправки, это уже другая сторона вопроса. Да. Я, к сожалению, не слышал вопрос, поэтому мне трудно отреагировать. Единственное, я скажу, что сейчас как раз народ и должен отреагировать, потому что если они протащат повышение пенсионного возраста, то дальше они протащат все, что угодно. То есть мы на самом деле стоим на пороге повторения вот этого ельцинского реформирования начала 90-х годов, и надо давать себе в этом отчет, потому что повышение пенсионного возраста – это такой точка перелома. И если закон, который убирает все у всех, спокойно будет проведен, пусть даже с небольшими там потерями, скажем, не 8 лет, а 6 для женщин, там не 5 лет, а 3 года для мужчин, то это означает, что, скажем, разнести в клочья остатки трудового законодательства не будет сложно. Перевести социально уязвимые слои населения на так называемую адресную помощь, нам постоянно рассказывают, это будет означать только одно, что из 10 инвалидов помощь окажется там только у 3, потому что будут введены всякие людоедские критерии, и остальные людям скажут, что у вас много денег, поэтому мы вам ничего не дадим. Это же известные все рассказы. Тоже такой закон не составит труда провести. Поэтому сегодня очень важно, у нас есть время для этого, но
конечно, прокинуть это людоедское решение. Здравствуйте, уважаемые сограждане, уважаемые депутаты Государственной Думы. Спасибо за уникальную возможность высказать наказ от избирателей. И я все-таки как северянин, как простой гражданин, все-таки прошу обратить внимание прежде всего на граждан, которые именно проживают в районах Крайнего Севера. Потому что Федот Семенович от Якутии и хорошо отстаивает интересы избирателей. И нужно, я считаю, бить в одну точку, чтобы, если вот так распыляться, вот я смотрю вот законопроект, но он не утвердит, не пройдет. Поэтому прежде всего надо защитить граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера, и чтобы пенсионный возраст не поднимался именно для граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районам. И я теперь понимаю великого и мудрейшего политика Путина всех времен и народов, почему он оставил Медведева председателем правительства, чтобы проводить непопулярные реформы через Медведева. Это все понятно. Это все понятно, что дальнейшие будут ухудшения. Это все понятно, что будут проводиться непопулярная политика. И, соответственно, будут приниматься законы по ухудшению положения граждан. Это все понятно, и они проведут. Только я прошу, как избиратель, только защищать, стараться граждан, которые в районах Крайнего Севера. Только тогда, я думаю, они обратят внимание на северян и дальневосточников. Потому что если будем распылять то одно, заниматься популизмом, то это все заглохнет на фоне того, что оппозиция всегда против. И все. А северян забудут, дальневосточников. Вся политика по поддержке дальневосточников тоже приведет к нулю, потому что половина Дальнего Востока относится к Крайнему Востоку. Опять пойдет отток населения. Вот эта вся тоже политика привлечения граждан на Дальний Восток тоже приведет к нулю, потому что не станет выгодно проживать. И еще, поэтому, у меня, в принципе, все, и поэтому я вот прошу, как депутатов Государственной Думы, именно законопроект, именно в части граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера. А остальное это все чушь и популизм, который Медведев с правительством все равно проведет закон. Путин отсрочит на год, и все. Все равно в течение 3 лет будут проводиться непопулярные реформы, а в конце путинского срока он отправит Медведева в отставку с позором. И преемник Путина начнет новую политику социального благоденствия. Но это уже будет другой период. Спасибо за внимание. Меня зовут Яхонтов, я директор научно-экспертного центра, председатель Верхнеколымского землячества. Спасибо за внимание. Давайте я коротко отвечу. Понимаете, что штука? Если будем мы делиться по принципу крайний север, крайний юг, мужчина, женщина, то отнимут все у всех. Это как раз тот пример, должна быть солидарность. Я вот помню, когда этот закон внесли в Госдуму, первые письма, которые мы стали получать в нашем комитете по труду соцполитики от людей, они звучали примерно так. Вот человек пишет: я не работающий пенсионер и предполагаю им быть. Давайте не будем трогать неработающих пенсионеров. А кто работающий пенсионер, у них пенсию отнимите. И другое письмо: я мужчина, мужчин нас не трогать не надо, мы рано умираем. А вот по женщинам понимаете, что хотите. Я цитирую практически дословно, нельзя так. Более того, мы сами хорошо понимаем, что пенсия по Крайнему Северу, по Дальнему Востоку, по северным территориям
она привязана от обратного к среднему возрасту выхода людей на пенсию. То есть если средний возраст там, сегодня у мужчины, соответственно, там, 60, то минус там, известное количество лет на понижение. Если мы позволим друг друга раздробить, то это как раз будет означать, что отнимут все у всех. Это произойдет. Теперь, что касается, не будем реагировать по теме популизма. Вот в чем момент, мы как раз никаких популистских вещей не говорим. Более того, наше предложение увеличить социальные взносы в отношении людей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей и выше, это не популистское предложение. Потому что эти люди не только всякие большие начальники. А ведь диспетчеры, летчики, например, квалифицированные рабочие некоторых там, крупных корпораций, они тоже могут зарабатывать соответствующие суммы. Это предложение не популистское, это предложение, оно достаточно прагматичное. Оно позволит сбалансировать ситуацию в пенсионном фонде. Предложения правительства как раз, они не отличают элементарной логики. Я кое-что хочу сказать. Вот в их законопроекте есть финансово-экономическое обоснование. А оно написано так. Финансово-экономическое обоснование. Дальше текст. Расходы из федерального бюджета не требуется, поэтому финансово-экономическое обоснование не требуется. И точка. Все. Ни расчетов, ни как это повлияет на факторы, связанные с благосостоянием людей. Каким образом это увеличит там, доход пенсионного фонда, как это отразится на хваленые тысячи, которые обещают в следующем году давать, вместо 600. Ничего нет вообще. Поэтому мы как раз выходим на очень профессиональный разговор, которого очень сторонится другая сторона. Что касается Пермесеева, скажу следующее. Федот Семенович – надежный защитник и якутян, и вообще всех людей, которые живут в вот этих сложных климатических условиях. Это человек, который очень достойно отстаивает интересы своей родины, Якутии, людей, проживающих на севере, крайнем севере, на Дальнем Востоке. И мы, как фракция, естественно, всецело поддержим. И отдельную поправку, касающуюся именно крайнего севера, мы, конечно, будем однозначно вносить, будем с ней бороться. Но это будет поправка. Она нужна. Вся концепция. Всю концепцию надо их до резко прокидывать. Это само собой. Возьмите. Добрый день. Олег Васильевич, у меня такой вопрос по пенсионному. Степанов Иван, Африканское общественное движение «СИР», «Земля». В свое время я ездил при поддержке Федора Семеновича в Государственную Думу, встречался со многими членами фракции «Справедливая Россия», коммунистами. Они нас, вот вы и коммунисты, поддержали, и 224 депутата проголосовали за поправку, чтобы вывести Якутию из-под действия федерального закона для высочных гектарей. Но Единая Россия это протащила. Вот. Боюсь, что то же самое ожидает по пенсионной реформе. Я хочу благодарить за то, что Справедливая Россия поддержала нашу поправку якутян. Поняли, что этот закон нам не подходит. Но сейчас мы вот тревожные новости узнали о том, что теперь уже хотят дальневосточный гектар выдавать иностранцам, вот против чего мы категорически выставляем, потому что там тот закон еще позволял второму приобретателю, то есть продаешь россиянину, он продает иностранцу, то есть они уже могли быть приобретателями дальневосточного гектара, мы были против этого, во всех уровнях об этом говорили, но нас так и не услышали. Вот отсюда как бы вот первый вопрос. Как вы думаете, вот не пора ли как-то вот поменять сам регламент работы Государственной Думы, чтобы законы такой особой важности, как касается вот, пенсионного возраста, они проходили только при наличии серьезных, как вы сказали уже, там, исследований, каких-то там, может быть, даже каких-то экспериментальных площадок, чтобы на протяжении нескольких лет изучали, насколько это возможно, пробировали, и только после этого принимали такие серьезные решения на всю Россию. Естественно, что я тоже поддерживаю, что нужно закон нельзя принимать для всех россиян, не только крайнего севера. Да? Вот. Второе, что я хотел сказать, это по поводу регламента, возможно ли. Второе, я хотел сказать, что вот у нас почему говорят, что математика, число работающих и число неработающих, то есть вы там говорите о том, что туда можно и пенсионеров, и детей включить, уже как будто математика не складывается. А почему мы не исходим вообще Болдырев высказывал мнение, что надо смотреть на валовый продукт. В конце концов, вот,
как он говорит, мой отец был военным, он ничего не произвел в своей жизни, но при этом он был на страже безопасности нашей страны, и благодаря вот нашим предыдущим поколениям мы наросли вот этим богатством, и вот это богатство, оно должно работать на всех. И почему мы оттуда не исчисляем пенсию, они именно вот привязались к этой математике, сколько рабочих, сколько нерабочих, почему мы должны вот это, работники и так нести эту нагрузку, да? Я согласен с этим предложением. И третье, вот сейчас этот закон примут, да, как мы можем вообще бороться, сколько нужно нам людей, там, не знаю, выводить. Вот сегодня у нас в зале, вот за каждым из нас, считайте, там по 1000 человек, те, кто работает сейчас, да, вот сейчас рабочее время, и многие просто говорят, давайте за нас там выскажите, давайте какой-то механизм придумаем, как это сделать. Вот я лично постоянно ходил на митинги, да, вот у нас, мы тут организовывали с Султаной Маран, на площади Орджоникидзе у нас около 6000 граждан вышло на площадь, это был, наверное, самый крупный из таких вот санкционированных, но не государственных митингов. После этого государство стало настолько изобретательной и находчивой в том, чтобы не допускать такие столпотворения. К вашему приезду мы хотели провести митинг, нам предложили где-то вот за городом, в аэропорту, да? Вот. Таким способом они нас постоянно препятствуют нашему волеизъявлению. И каким образом нам надо вот высказать, насколько серьезно, я вот даже понимаю, что Единая Россия, она вот настолько обнаглела, что у нее монополия, да, что я нашел выход войти в ряды партии «Справедливая Россия», чтобы создать им здоровую конкуренцию вот такой одной из мощной партий, да. Вот как нам бороться? Вот у меня 3 вопроса получается, да? Я получилось 6. Давайте по порядку, смотрите. Начнем с регламента. Чтобы поменять регламент, необходимо, чтобы проголосовала Дума. В Госдуме Российской Федерации 350 депутатов от Единой России и 105 депутатов от Справедливой России, КПРФ, ЛДПР. Причин, почему так оно произошло, очень наглядно была показана на одной диаграмме в «Новой газете». Обычно по итогам выборов рисуют столбики. Вот там, социал-демократическая партия, вот консервативная, вот зеленая и так далее. Новая газета сделала совершенно другую диаграмму. Они сделали большой круг, и на нем 2/3 поля было закрашено в серые цвета, написано 65% избирателей сидели дома. 16 год. Ну, и результат он достаточно очевиден. К сожалению, с этим мы будем иметь дело до 2021 года, то есть до следующих больших парламентских выборов. Как можно повлиять? С точки зрения навязать дискуссии в зале мы это делаем. Они чувствуют себя очень неудобно. Вот Федор Семенович подтвердит, что они вынуждены как-то там ощетиниваться. Но это недостаточно. Кроме выборных механизмов, конечно, могут работать только публичные механизмы. Я думаю, что на сентябрь, скорее всего, после первого чтения, потому что первое чтение быстро, и где-то успели, где-то мы не успели, но на сентябрь, скорее всего, мы будем предлагать, а вы уж решайте каждый в своем городе, предлагать провести единый день выступлений, заранее вот так за месяц наметить, чтобы уже вся страна понимала, что есть такая дата, и здесь надо за себя постоять, побороться. Опыт борьбы против реновации в Москве показал, что власть реагирует. Тема реновации, она к чему сводилась? К тому, что люди жили где-то подчас в очень приличных домах, но в центре города. И их хотели из этих приличных домов в центре города выгнать, но при этом гнилое общежитие сносить никто не собирался. И когда москвичи это увидели, вот там 50 000 человек собралось, без непарламентской оппозиции, просто гражданские активисты, люди собрались, и в результате закон был изменен коренным образом. То есть это влияет. Значит, далее, по поводу ограничений, которые вводятся. Я напомню, что нам удалось в «Справедливой России», я сам лично участвовал в заседании Конституционного суда, добиться толкования закона по встречам. Вы помните, в прошлом году была предпринята попытка запретить избирателям встречаться с депутатами. Ну, это не депутатов с избирателями, а наоборот, избирателей с депутатами, ограничения вести. Тем не менее, в законе есть очень важная поправка, которую мы провели через Конституционный суд, а именно, что встречи возможны без всяких уведомлений и согласований любого депутата, включая даже муниципального, во дворе дома. Вот здесь стоят рядом 5-этажки. Все. Без уведомлений, без всего. Площадь достаточно большая, чтобы там, изрядное количество людей собралось. И если они не дают согласования
где-то на площади того памятника Гагарину или где-то еще, то, пожалуйста, провести можно с участием депутатов, я уверен, что такие люди есть, в, так сказать, в очень большом количестве площадок, в том числе в центре города Якутска. И по поводу, почему мы не говорим про нефтянку. Понимаете, в чем штука? Сегодня на нефть большие цены, завтра будут небольшие. Вообще планета движется к тому, чтобы уходить из-под углеводородной зависимости. То, что сегодня происходит, рост цен, это просто результат спекуляций на фондовых биржах. Мы понимаем хорошо, что если бочка нефти, себестоимость на Каспийском море стоит $5 США, то цена в $70 – это продукт чисто махинаций на международных биржах. И рано или поздно махинации эти закончатся по мере перехода планеты к другим источникам энергоснабжения. Приведу пример Европы. В Европе энергоснабжение за последние 10 лет уменьшилось на 5%. То есть там они экономят. Новые технологии, новые механики. И поэтому тот объем электроэнергии, который был им нужен, там, скажем, в 2005 году, сегодня уже не нужен. И передовые страны, там Германия, Италия, Франция, Великобритания, они уменьшили потребление электроэнергии в среднем процентов на 10, ну а Евросоюз процентов на 5. Потому что кроме передовых есть там Балканы, Польша, так сказать, и прочее, Испания. Вторая вещь. Внутри вот этого энергобаланса доля потребления газа была в 2005 году 22%, сегодня 15%. Поскольку внутри уменьшающегося энергопотребления больше доли зеленой энергетики. И мы должны с вами, как люди, которые занимаются политикой, то есть принимают общественные решения, дебатируют про них, этот горизонт видеть, заглядывать в него. Соответственно, мы должны исходить из того, что условия жизни в стране, даже в случае крушения там, нефтяных этих денег, должны быть не хуже, чем в странах, где никаких нефтяных денег нет. Приведу тоже небольшой пример. И постараюсь, лаконично, чтобы как больше было вопросов. Вот Польшу возьмем. В Польше нефти нет. Но в Польше пенсии существенно выше, чем в Российской Федерации. Намного. И пенсионный возраст там пониже. У них либералы проиграли выборы 1,5 года назад. И там принят закон о снижении пенсионного возраста. Но в Польше при этом доля расходов на пенсии к национальной экономике 14%, а у нас 8%. То есть у нас за счет того, что крупный капитал имеет огромные налоговые послабления и льготы, уходит в офшоры, за счет этого очень маленький бюджет федеральный, скудный, который хотят еще больше уменьшать, ссылаясь на недостаток денег. Но при этом, к примеру, есть компании, которые по закону, вот Федор Семенович тоже возмущался, когда был дискуссия на эту тему, по закону освобождены от налогов до 2095 года. Если деньги все из бюджета раздать налево и направо пачками, их, понятно, не будет. Поэтому должна быть система сбалансированная и не зависит только от нефтянки. Вот почему мы говорим глубже, почему наша дискуссия более глубокая. Добрый день. Я Холодильная Наталья Николаевна, председатель квартала Северный, где получили участки 1500 многодетных семей. У меня вот тут написали, да, что отпуск по уходу за ребенком, да, входит. Будут сохранены все льготные периоды, да? Вот, но я хочу встать на защиту вот такого слоя населения, да, как многодетная мама. Дело в том, что многодетная мама, да, она вот у нас, тем более в Якутии, очень много мамочек, у которых до 10 детей, от 5 до 10 детей, вот, по 3, по 4 ребенка, даже можно сказать, мало. И, допустим, мама, да, рожает ребенка один за одним, да, и порой даже не хватает денег, ну, там, отвезти в садик, и дома создается такой мини-детский сад, потом, значит, эти детки вырастают, идут в школу, вот, и мама должна отвезти в школу, я сама многодетная мать, поэтому я знаю, как это отвезти, там, допустим, в кружки, да, и, в общем-то, многодетная мать порой не имеет даже, ну, времени, чтобы выходить на работу, и в таких семьях часто работает отец, а многодетная мама, она, ну, занимается детьми. И получается, что потом, вот как вы сказали, ее дети рожают внуков, и она, значит, сидит уже с внуками, и, в общем, ну вот, и получается так, что это в основном самозанятые женщины, которые сидят дома, и у них нет возможности работать, но они вот из пенсионной реформы и вообще, как они, получается, потом, по окончании, как
по достижении возраста уже такого преклонного, они не имеют права по нашему законодательству получить пенсию. Вот все-таки я бы вас попросила, да, вот тоже защитить права вот этих мам и все-таки включить туда тоже. Спасибо большое. У моей супруги 4 брата, поэтому тема по многодетным, она мне очень близка. И в Астрахани мы как раз очень плотно работаем, у нас есть многодетная активная мама Астрахани, так люди назвали организацию, и это одна из наиболее таких энергично развивающих структур. Вообще «Справедливая Россия» очень плотно работает с семейными объединениями. Буквально недавно в Тюмени проходил большой конгресс, и я буду очень рад, если вы с нашими товарищами установите контакт, через социальные сети очень легко сделать, и чтобы был обмен опытом, обмен практикой. Мы, как партия, сейчас разрабатываем, у нас уже есть некая конструкция, но наше видение российского закона по многодетным семьям, по их поддержке. Когда государство говорит, что действительно в стране низкая рождаемость, это правда, есть такое понятие коэффициент фертильности, то есть число детей на одну женщину. И чтобы было простое воспроизводство населения, надо, чтобы на одну женщину приходилось чуть больше, чем 2 ребенка. 2,1, исходя из детской смертности. А сегодня в России 1,6. Но надо же деньги государство направлять на поощрение людей. Есть очень хороший опыт Сахалина, и мы хотим его внимательно поизучать. Я думаю, будет очень правильно, если в том числе и в республиканском парламенте и Путин будет изучен. На Сахалине удалось через финансовые поднять рождаемость за 5 лет в 1,5 раза. У них коэффициент рождаемости был 1,5, сегодня там 2,1. То есть это очень быстрый такой взлет. И это важно понимать как хороший пример, положительный. Поэтому применительно к данному закону, я не случайно сказал в самом начале, к закону о повышении пенсионного возраста, что это закон, который в себе несет очень серьезные вызовы и серьезные проблемы, в том числе и по рождаемости. Оценить масштабы этих вызовов никто не оценивал. То есть не было, повторюсь еще, социологии, фокус-групп, никого не собирали, не спрашивали. А вот если вот сделать так, как вы тогда будете планировать свою жизнь? Не было ничего подобного, никакие институты не привлекать. Это одна из причин тоже, почему против этого закона. Поэтому мы всегда за многодетных. Партия в этом направлении работает, есть большая хорошая региональная практика, и я вас приглашаю просто в этот большой процесс тоже войти, если этого еще не произошло. Есть замечательный опыт, примененный на Сахалине, и он требует хорошего изучения. А мы сейчас разрабатываем большой федеральный закон, и я полагаю, что осенью будем его вносить в парламент. Андрей Бушков, национальное освободительное движение. Национальное освободительное движение мы предлагаем кардинально решить проблемы страны. Теперь мы уже собрались истинные патриоты Родины. И мы сейчас рассматриваем только все последствия, какие у нас возникают. А мы предлагаем сам корень проблем поднять. А проблема в том, что в 1993 году народ российский принял конституцию, которую для нас написал американские консалтинговые компании. Естественно, они написали ее под свои интересы. В этой конституции есть такая статья 15.4, которая гласит: приоритет международных законов над внутрироссийскими и приоритет международных договоров над российскими законами. В 1992 году Россия вступила в МВФ, значит, подписала обязательство выполнять все требования Международного валютного фонда. Плюс через консалтинговые компании и постановление Пленума Верховного суда номер 5 10 октября 2005 года, значит, смысл, суть и содержание законов для Российской Федерации пишут, значит, специализированные. Поэтому международные договоры, если Союз подписывал, они тоже были обязательны, скажем, Конвенции Международной организации труда для Советского Союза. Здесь просто надо думать, что подписывать и не вляпывать туда, куда не надо. Но это тоже вопрос практического подхода. Что касается референдума, я за любой референдум. Потому что любой референдум – это активное участие людей. Как меня зовут, это я Колесова Милена, и я
никому не секрет, что на Дальнем Востоке куча миллионов леса продали китайцам, просто сдали в аренду и вырубаются наши леса. Вот. Как вы к этому относитесь? Вот. Вы поддерживаете или нет то, что просто сдали в аренду и наше богатство, наш лес сибирский просто вывозят? А ведь эти деревья могли бы служить домами тем же. Вот здесь сколько бедных, у которых плохие дома, вот даже у нас в Якутске сколько. Вот. У меня более-менее нормальный дом деревянный. Сделали капремонт, по-моему, в прошлом году и достойный, можно сказать. Вот. И вот то, что просто распродают нашу Россию, вот как вы к этому относитесь? Отрицательно. Как ты думаешь? Это хорошо. Мне кажется, что власть должна создавать условия для развития национальной экономики. Вот одна из причин, почему, да, и, конечно, не сырье. И самое последнее, что власть должна делать, это продавать страну иностранцам, потому что мы привыкли говорить, что Россия – это страна самая богатая природными ресурсами. На самом деле в Африке тоже очень много природных ресурсов, но люди в Африке живут не припеваючи, потому что эти их природные ресурсы, они не их. У них земля